много таких. Холодный рассудок и четкая логика, мы этим горды и научим других. То есть мы не мы, сила поколения, то есть мы не мы, научное мышление, то есть мы не мы, прорыв десятилетия, то есть мы не мы, годы на столетия, то есть мы не мы, сильная команда, то есть мы не мы, науки, пропаганда, то есть мы не мы, заставим быть сильными, то есть мы не мы, свободная Россия. Огромная Россия, великая Россия, любимая Россия. Прямой translation to YouTube. YouTube, sir? Yes. Эй, раз. Я? Прямая трансляция в YouTube. Так, товарищи, поддержим наших олимпийцев. Ребят, давайте поближе сюда подойдем, чтобы не приходилось громко кричать. Вам, чтобы было хорошо слышно, и вам, чтобы было хорошо видно. Дорогие друзья, через несколько дней в Южной Корее стартуют зимние Олимпийские игры, которые еще до своего старта стали эпицентром политического давления на нашу страну. Вместо сплочения и объединения людей разных национальностей под олимпийским флагом враги России сделали все возможное, чтобы наши лучшие спортсмены не были приглашены на Олимпиаду, чтобы там не звучал наш гимн и не развивался наш российский триколор.
Мы собрались, чтобы поддержать российских спортсменов, которые много лет ежедневно стремились стать лучшими. Мы собрались, чтобы показать, что в год 75-летия Сталинградской битвы станем только сплоченнее и сильнее, несмотря на атаки западных политиков. Мы сами вершим свою судьбу, судьбу своей страны и будем развиваться и идти вперед, несмотря ни на что. Сегодня здесь собрались истинные патриоты своей страны. Молодежь, спортсмены, представители спортивных федераций и клубов, неравнодушные граждане, активисты общественных движений. Мы все вместе, всей страной уже смогли отстоять 28 спортсменов. Их, конечно, не допустили на Олимпиаду, но их и не дисквалифицировали пожизненно. Я приглашаю к микрофону участника 2 Олимпийских игр, мастера спорта России международного класса по бобслею, регионального посла ГТО в Хакасии Петра Макарчука. Встречайте нашего олимпийца. Добрый день, дорогие друзья! Очень приятно видеть много знакомых лиц, которые пришли поддержать наших олимпийцев, которые уехали на Олимпийские игры в Корею, потому что они сейчас нуждаются в поддержке всей России, потому что им стоит очень большая и тяжелая ноша отстоять под флагом олимпийского движения. Конечно, они должны показать лучшие результаты, потому что все мы прекрасно знаем, кто участвует под белым флагом олимпийского движения. Это наши ребята. Потому что в олимпийском флаге 5 колец. Это 5 очень мощных символов, потому что кольцо никак от олимпийского движения убрать невозможно. И эти наши ребята покажут, на что они готовы, на что, даже если будут такие ситуации о том, что будут провокационные вопросы к нашим ребятам, они отстоят нашу честь, нашей страны. Да, я участвовал на Олимпийских играх 2 раза, в Солт-Лейк-Сити и в Турине. Быть на чемпионате мира — это одно, но на Олимпийских играх это совершенно другое. Потому что Олимпийские игры также проходят раз в 4 года, на них случается разное. Потому что даже, по примеру, взять олимпийского чемпиона Кристофа Лангена, это сборная Германии, он был в 2002 году полным фаворитом на данных играх, но когда приехали, начались официальные заезды, тренировочные заезды, и когда уже пошли официальные заезды, в первом заезде он совершил небольшую оплошность, но потом еще он провел 3 заезда, не хватило 1/100, чтобы стать первым. Он, конечно, это очень сожалел. На следующий год он просто сказал, что я больше не поеду, я уже стал слабый. Но я вижу, что молодежь Республики Хакасия и в России занимается спортом. И вы еще, ребята, поедете на Олимпийские игры, потому что это очень сильное движение. Его остановить невозможно. Я бы хотел сказать, мы будем держать кулаки, когда наши ребята будут выступать и поддерживать. На этом хочу закончить свое короткое выступление. Спасибо! Давайте еще раз бурно поприветствуем человека, который действительно на вкус и не понаслышке знает, что такое Олимпиада. Друзья, я приглашаю на эту сцену еще одного человека, который тоже знает, что такое Олимпиада, потому что видел ее живьем в Сочи. Доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, журналиста, автора патриотических проектов на канале РТС Анну Ахпашеву. Добрый день! Спасибо огромное, что, несмотря на такие морозы, вы сегодня пришли поддержать наших спортсменов. Мне вдвойне приятно напомнить, сказать о том, что буквально накануне, вчера в нашей стране отмечали День воинской славы России и великую дату – 75 лет со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом. Сталинград – это вообще такой символ мужества и стойкости. В нашей работе над военно-патриотическим проектом «Возвращение» на телеканале РТС, где мы с поисковиками возвращаем память в семьи о солдатах, погибших и пропавших без вести,
Вот в очередной раз убеждаешься, что нашу страну не победить. Спустя десятилетия в семьях помнят, ждут, гордятся, как гордимся все мы нашей общей памятью, нашей историей. Тогда наши деды и прадеды сплотились перед лицом общего врага, и они выстояли. Сегодня нашим спортсменам тоже нелегко, и они обязательно выстоят, потому что за ними вся страна, мы все с ними, мы все их поддерживаем. Спасибо огромное. Спасибо, Анна. Давайте договоримся с вами так. Мы будем более активно поддерживать наших выступающих, потому что и им будет приятно, и вам не холодно. Ура! Россия вперед! Дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену мастера спорта России международного класса по адаптивным видам спорта, нашего уникального легкоатлета, которому судьба постоянно подкидывает испытания и которые он успешно преодолевает. Вадим Трунов. Встречаем. Всем добрый день. Хотелось поприветствовать вас в этот морозный день и поддержать наших спортсменов, которые не допущены к Олимпиаде, и кто поедет, так как я сам не понаслышке знаю, что это такое, так как в 2016 году я бывал в такой же самой ситуации, когда нас отстранили от этих игр, от Паралимпийских игр, и поддержка друзей, спортсменов, родственников, то есть всех очень необходима. Дать уверенность в следующих движениях своих, так как немного волнуюсь. Не волнуйтесь, а мы вас поддержим. Потому что сделали, отобрали мечту, но без России нет игр. Всем спасибо. Без России нет игр. No Russia, no games. Да, губы у всех замерзли. Ну давайте попрыгаем, поаплодируем, еще громче встретим нашего следующего выступающего, координатора юноармейцев Республики Хакасия Николая Крикьянца. Он бежит, и ему не холодно, а вам холодно. Всем добрый день. Ну, в первую очередь хотелось бы поздравить всех. В эти дни во всей стране отмечается День воинской славы, 75-летие победы советских войск в Сталинградской битве. Движение Юнармия организует много мероприятий в республике в эти дни. И очень сильно поддерживает и поздравляет вас с этим. Что касается спортсменов, которых отобрали медали, которых не пускают на игры. Ну, для нас это очень такая тоже больная тема, потому что наш начальник штаба, олимпийский чемпион по бобслею, Труненков Дмитрий Вячеславович, его тоже бесчестно хотели забрать у него медаль, но мы очень счастливы, что справедливость восторжествовала, медаль ему вернули. И мы очень верим, что действительно победа его была честной. Вот. Ну и те, кто поедет на Олимпиаду, им желаем успехов. А я уверен, что они докажут, что они сильнейшие. Конечно, без флага очень тяжело будет нашим ребятам, и очень бы хотелось им на пьедестале слушать свой гимн. Но так сложилась судьба, это политика. Мы все равно поддержим наших ребят. Такой холод, сколько людей пришло с нашей республики, и поэтому мы с ними. Давайте им поддержим. Все, спасибо большое. Спасибо. Политики нет места в спорте. Я приглашаю на эту сцену ведущего тренера Республики Хакасия по волейболу, отличника физической культуры и спорта Российской Федерации, которую знают и боятся команды из столиц российских регионов. Встречаем Ирину Золотухину! Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, единомышленники. Я детский тренер
И я со всей ответственностью заявляю, что Олимпиада – это светоч для юных спортсменов. Олимпийцы являются ярким примером для подражания тысячи сотен ребятишек, которые занимаются различными видами спорта в спортивных секциях. Олимпийские достижения – это главный мотиватор спортивного совершенствования. И, конечно же, наши враги знали, как сделать больнее, как ударить. Становится актуальной народная мудрость. Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена. В этой сложной для всей страны ситуации мы как никогда должны быть едины духом. Мы должны помнить, что единство духа будет вселять уверенность в наших олимпийцев, будет двигать их к победе. Мы с вами должны помнить все. Вместе мы сила. И пока мы едины, мы непобедимы. Огромное спасибо за понимание, признательность. Еще раз повторюсь, вместе мы сила. Да будет так! Ура! Дорогие друзья, я хочу предоставить слово председателю Союза журналистов Хакасии, активному общественному деятелю, Жирковец Ольге Валерьяновне. Она и зачитает резолюцию нашего